Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами узнаем, что он от вас скрывает, какая тайна у него от вас есть. Представьте своего мужчину, загадайте на него, задайте ему свой вопрос мысленно либо вслух. Так и спросите, что ты от меня скрываешь. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Чувства он свои скрывает. Чувства. Очень сильно боится, что вы узнаете о его чувствах. А чувства тут очень серьезные, не детские. Может быть, вы только начали общаться, встречаться. Может быть, еще не было объяснения с его стороны. Но вот здесь мужчина, он прям чувствует, что он пропадает. Вот как, знаете, волной его накрывает, куда-то в пучину уносит, в пучину любви и страсти. Он иногда прям себя с трудом контролирует рядом с вами. Иногда так ему без вас плохо. Прям выть хочется все бросить и бежать к вам. Может быть, вы на расстоянии находитесь. Но вот мне идет, что это как какие-то новые отношения. Новые, либо на расстоянии отношения. Может быть, как самое начало, да, отношений. Но вот скрывает, да, скрывает свои чувства, скрывает, что вы у него просто уже вот под кожей, в крови, вот думает постоянно о вас, мечтает, представляет. Вот хочется вас, не знаю, обнимать, целовать, закрыться с вами в какой-то комнате с большой кроватью, да, и никуда вас не отпускать. Но у кого-то, да, еще вот страсть идет, да, может быть, вот еще как только-только, да, вы стали общаться, и, может, и поцелуев еще не было, и он такой, не могу себя сдержать, вот, все некомфортно, там все горит у него, да, по отношению к вам, но боится вас напугать, боится вот этой своей страстью, своими этими чувствами напугать, но с другой стороны уже сам собой не владеет. Девушки, если вы, ну вот лично общаетесь, встречаетесь, и мужчина себя странно ведет, там, елозит, как-то быстренько там меняет тему разговора, куда-то выходит, отходит, там, позвонить, поговорить, да, вот это оно. Страсть безумная накрывает, в голову бьет, и он прям, ну, чувствует, что теряет контроль над собой. Вы настолько шикарная, вы настолько его возбуждаете, вот настолько он вас хочет, что он действительно уже себя не контролирует. Это страшно. Страшные вещи вы творите с этим мужчиной. И признаться не может, ну, потому что вы скажете, ну, маньяк, да, озабоченный маньяк, еще и как пошлете его. И в то же время, ну, как, сам собой не владею, да, вот, а как жить с этим, да, как жить, что делать, боже, ему так плохо. Вот, хоть это лед туда себе в трусишки запихни, да, и то, наверное, не поможет. Там реки потекут от этого льда. Вот. Ну и как бы чувства, которые не только вот интимного касаются, да, тут глубокие сердечные чувства задеты. Мужчина прям чувствует, что вы, ну, какая-то особенная для него, вот особенная, родная, моя, та, которую всю жизнь искал, вот прям готов в вас раствориться. Готов, ну, в прямом смысле слова, не знаю, вырезать сердце из груди, либо руками вырвать и вам отдать. Ну, потому что сердце без вас мается, ноет, скулит, тоскует, болит. Вот понимаете? Вот сам не свой, место себе не находит. Он очень сильно поменялся, прям совсем другим человеком стал. Когда вы рядом, он как лампочка светится, как солнышко светится. Когда он без вас, он ходит как эта тучка.
причем грозовая, на всех срывается, потому что все не вы, а ему нужна только вы. Вот этого ему не хватает, да, быть с вами. Ну и признаться почему-то в чувствах не может. Кстати, возможно, вы загадали на мужчину, который, например, не свободен, да, он в отношениях, у вас что-то вот как электрика какая-то между вами, искры летают, но вы еще не объяснились друг другу. И вот этот мужчина, вот он сам не свой, вот действительно как жизнь в муках, когда вас нет рядом, и это счастье, это безумное ощущение, когда вы рядом. Просто вот он вас может видеть, даже не прикасаясь к вам, даже близко не находясь рядом с вами, просто он видит все, сразу же картиночка меняется, сразу же черно-белый мир становится очень красивым и цветным. Да, странно, конечно. Но если в интернете, то тут еще ужасная тоска, потому что хочется быть рядом, хочется за вами ухаживать, там, целовать, обнимать. Вот. А это невозможно, потому что расстояние, и, скорее всего, еще какие-то преграды есть, помехи. А может быть, опять же, боится вас спугнуть, что вот я сейчас приеду, да, вы скажете, да иди ты, зачем, не едь, я тебе адрес не скажу. Да? Ну вот как-то так мне идет. В самом начале отношения, да, в самом начале, но мужчина уже все готов. Готов, влюблен, горит, и вы для него вот прям роковая женщина. Женщина всей жизни и судьбы. Вообще он вас видит какой-то прям кошечкой. Кошечкой, причем такой игривой кошечкой. Вы его еще и вдохновляете, понимаете? Кошечка. Может быть, он так вас про себя называет, моя кошечка. Так, что еще он скрывает? Ну, вот какое-то прошлое скрывает, стыдное прошлое. За что-то ему стыдно. Он, кстати, не только от вас скрывает, и мне кажется, он от всех скрывает. Что-то было в его прошлом, такое вот прям нелицеприятное, о чем он очень жалеет. Знаете, как ошибка молодости, да, там сглупил. Может быть, кто-то его подтолкнул, может быть, в измененном сознании он что-то совершил. Прям очень, очень стыдно. И он это скрывает ото всех. Ну и от вас, конечно, он тоже это будет скрывать, ну, потому что как? Если вы узнаете, то, может, и пошлете, разочаруете, скажете, ну зачем я такой дурень, да? Зачем? Не хочу. Не хочу, не буду. Нет, ну эту тайну, этот скелет он очень бережно хранит, и тут, возможно, единицы, кто об этом знает, а так нет, нет, вы что, нет, не подпустит, он не подпустит, для него это самое страшное, раскрыть эту тайну. Но мне вот идет, что это ошибка молодости, может, он вообще подростком был в это время, да, когда это совершил, что-то постыдное. Вот, грех, да, грех, который он несет на себе всю жизнь, за который он кается, он же столько много добра сделал, лишь бы вот от этого греха отмыться, и вот все равно совесть у него неспокойна. Почему-то он считает, что это очень постыдно. Вот, не показал, сразу говорю, не показал, но вот прям прячет, сильно прячет. Так, еще он скрывает свои то ли амбиции, то ли желания. Тут либо какая-то должность, то ли собственное дело, то ли даже приобретение, какое-то дорогостоящее приобретение. Что-то он в этом плане хочет сделать, но он скрывает, не хочет говорить раньше времени. Ну и, кстати, правильно делает, да, чтобы вот все случилось. То ли он горьким опытом научен, ну, то ли у него действительно вот хорошая такая интуиция, да, хорошая хватка, он понимает, что лучше промолчать. Вот, может быть, вы не все знаете по поводу его финансового положения. Да? Этот мужчина не будет кичиться своими деньгами. Да, он может ими сорить, но не кичиться. То есть он не будет говорить, что вот у меня на счету в иностранной валюте там, цифра там, со скольки-то там, нолями. Да? Нет, он не будет этого делать. Ну, а если надо потратиться, он потратится. Да. Так, и еще что он скрывает? Какую-то обиду он скрывает на женщину. Но женщина — это близкая ему женщина. Может быть, это его бывшая жена, может быть, это его мама, может быть, сестра, может быть, дочь. Ну, смотря какой мужчина, да, возраст. Вот женщина, он на нее очень обижен, что-то он ей простить не может. Он тоже это скрывает. Ну, от вас скрывает. Может, это всех скрывает. Но вот между ними точно какая-то кошка пробежала. И он ее как простить не может. Мне идет, что он ее простить не может. Что-то она такое сделала, что он не прощает ее.
Если вы хорошо знакомы и знаете, что он, например, не общается со своей мамой, либо ограниченно общается, либо там с дочкой не общается, либо там с бывшей избегает встреч, то явно он обижен, и там дело очень серьезное, да, не на пустом месте он обиделся. Ну, он как мужчина, как джентльмен, скорее всего, не будет об этом говорить, распространяться, и будет просто увиливать, если вы будете спрашивать, да, почему так, почему, что произошло, не скажет, нет, не скажет. Это, кстати, его очень хорошо характеризует. Он не будет опускаться до того, чтобы обсуждать женщин, даже не просто родных, да, даже чужих женщин. Вот он хорошо воспитан в этом плане, порядочный человек. Да, вот терпеть не могу мужиков, которые, например, начинают, вот я хорошая, моя бывшая, такая сволочь, а я прям идеальный, я золотой. Вот, это прям отвратительно. Этот мужчина не такой. Так, что он еще скрывает? Ну вот голову вашу показал, у вас голова светлая. Какие-то знания, может быть, у вас, либо навыки, опыт, может быть, вы много языков знаете, может быть, вы творческая личность. Вот, он скрывает, что он очень восхищается вами. И у кого-то еще отыграется, что вы первая в жизни у него женщина, которая не только красива лицом, но и очень умна, да, вот прям развита, интеллектуально подкована, талантливая. Вот, прям нравится, ему это нравится. И ему бы хотелось, конечно, вас откомплиментить, только он не знает, как это правильно сделать. Ну, может, еще все впереди, да. Очень нравится, он прям гордится, что такая красивая и умная женщина на него обратила внимание, потому что ему так повезло. Может быть, вы даже более начитаны, либо грамотны, чем он. И он это видит, и он этим восхищается. Ну, конечно, он не будет признавать, что он менее грамотный, либо подкованный, знающий, но тем не менее ему это нравится, вас. Так, скрывает он еще от вас текущее положение своих дел. Судя по всему, дела у него сейчас не очень, либо какие-то проблемки возникли на горизонте. Он от вас это скрывает, не желает, чтобы вы об этом знали, скорее всего, не хочет вас расстраивать, либо чтобы вы переживали, да, вот зачем, вот как мужчина, да, настоящий мужчина, джентльмен, зачем ему посвящать даму сердца в свои проблемы? Ну, ты мужик, да, ты решишь. Более интересные темы для разговоров, да, зачем он на это время тратить? С одной стороны, это, конечно, замечательно. С другой стороны, если вы там, например, сойдетесь, будете парой либо семьей, то он будет скрывать от вас свои проблемы. Он не будет вам об этом говорить, чтобы вас не отягощать, чтобы вас не расстраивать. Хотя, с другой стороны, вот он восхищается вашим интеллектом, да, может быть, если бы он вам рассказывал, вы бы действительно могли давать ему очень конструктивные, хорошие подсказки, которые бы ему помогали. Но с другой стороны, раз мужик пусть сам все и решает, да, может быть, вы бы потом переучите его, да, что заглядывать вперед, да, переучите, перевоспитаете, и будет он вам все как на духу выкладывать, что там на работе, с кем там на работе, и будете в курсе всех его событий. Кстати, мужчина такой, он против тайн на самом деле. В отношениях он за честность, за прямолинейность и за вот конкретные разговоры, да, не вот эта тень на плетень, там, пойди угадай, а именно конкретика, да, и чтобы поменьше было тайн и секретов вот в паре и в семье. Вот ему бы хотелось вот именно таких отношений, идеальных. Но поскольку мы знаем, что у него уже есть один скелет в шкафу, то, скорее всего, его затея, да, не увенчается успехом. Хотя, наверное, будет стремиться и, возможно, да, будет абсолютно честно с вами и поступать, и правду вам говорить. По крайней мере, если будете спрашивать, то будет говорить правду. Так, и еще, девочки, вот зайцы показали. У него есть какая-то фобия. Вот он чего-то боится. Что конкретно, я не вижу. Возможно, потому что мужчины разные, да, каждый боится своего. Но тут прям заяц с огромными длинными ушами. Это фобия. Может быть, он боится высоты, да? Может быть, он боится, не знаю, там что, пауков, да? Либо у него клаустрофобия, либо он там еще чего-то боится. Вот что-то у него есть, и он с этим живет. И он этого, ну, прямо избегает, да.
Он не говорит об этом. Ну, опять же, может, там люди будут смеяться, считать его немужественным. Вот, но он избегает. То есть, возможно, он там не летает на самолетах, либо он не пользуется лифтом, либо он там, не знаю, там не любит ездить на природу, потому что там насекомые, да, но вот какая-то фобия есть с очень длинными ушами. То есть, скорее всего, с детства, да, эта штука живет с ним, эта фобия, да, с ним с детства. Но это как-то забавно. Ну, заяц небольшой, но длинные уши, да, может быть, просто нужно над этим поработать, и он от этой фобии избавится. Вот, ну, такой, да. Тут, скорее всего, как на ощупь будете действовать, понимать, в чем его фобия. Так не скажет, нет, не скажет. Ну что, мои хорошие, цыпка вполне себе позитивная. Мужчина ваш мне понравился. Да, не идеальный. А кто идеальный? Где идеального найти? Ну, приличный. Вот мне идет, что он приличный. И еще, смотрите, видите, вот тут рог изобилия показан. Он очень изобильный. Либо ваша с ним жизнь, ваши с ним отношения будут очень изобильные. И это не только про деньги. Это про любовь, и про страсть, и про время, которое будет вместе, да, у вас, и про помощь от него. То есть много с этого рога на вас много упадет. Вот. Но опять же, рог изобилия, он как перевернутый рог, да. Мужчина, скорее всего, не ревнивый, либо умеет себя брать в руки, подавлять свою ревность, да, вот это чувство собственника. Ну что ж, неплохо, поживете, увидите. И отношения только лишь начинаются, девочки, впереди у вас очень много всего интересного. И мужчина уже в вас по уши влюблен, это вы точно должны знать. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.